рахмат. Биринчиден, урматтуу депутаттар, уважаемые депутаты, позвольте поздравить нас, всех кыргызстанцев, и оба народа вчера действительно достигли обоюдного согласия по границам. Это победа двух стран, двух народов. И это произошло благодаря политической воле нашего главы государства и в том числе Камчыбек Кадыршаевича. И очень удивительно то, что вы буквально вчера были там и уже сегодня уже докладываете по законопроекту. Очень отрадно. Камчыбек Кадыршаевич, вот у меня несколько вопросов по данному законопроекту. Что делать, если государственный служащий уже заполнил специальную декларацию? Сейчас идет кампания по легализации, до конца этого месяца еще она идет. И вот, скажем, обнаружил, что чиновник был коррупционером, украл деньги, а у него есть эта спецдекларация. А мы написали, оказывается, так, что он освобождается от ответственности. Так, данный предлагаемый законопроект, который мы сейчас предлагаем, еще не принят. Так, будем обсуждать. Я очень надеюсь, что мы в срочном порядке будем принимать и в первом, втором, третьем чтении. Наш уважаемый президент подпишет, и данный закон начнет работать уже с 1 января 2025 года. То есть с того срока, который он будет реализован. А до этого срока, даже сейчас, вот, даже я могу так шутя сказать, что у коррупционеров еще есть время до 31 декабря совершить свои преступления. Что они могут еще штрафами освободиться. А после 31 декабря уже они реальный срок будут получать. То есть по действующему законодательству сейчас, по действующему законодательству, если кто-то совершил коррупционные деяния, он могут, то есть по некоторым снисхождениям наших уважаемых судей, получить штрафы. Такие случаи у нас уйма. Вот я сейчас статистику взял, здесь из тех делов, которые по коррупционным делам мы рассматриваем, почти штрафом отделались 80% всех коррупционеров. Всего 13% осуждены. То есть совершать коррупционные деяния стало как бы привычным. Все думают, что, ну что, коррупцию совершил, завтра даст штраф, там несколько тысяч, оплачу и обратно буду возвращаться. Теперь этого не будет. Вот именно этого не будет. Теперь реальный срок они будут получать. Теперь все штрафы убираем. Теперь штрафов за коррупционные деяния не будут. Вот именно. Поэтому я очень надеюсь, что декларацию как бы заполнять, декларацию сдавать также до 31 декабря этого года. Коррупция в нашей стране этим годом уйдет. Очень надеюсь. Потому что со следующего года совершать коррупционные деяния действительно будет как бы, ну, с одной стороны трудновато, с другой стороны наказание будет ужесточаться. Коррупциядан тышкары бул жерде башка статьялар бар, мисалы ошол эле шалакылык. Бул жерде не только мамлекеттик кызматкерлер, эми врачтар жана башкаларга дагы иш козголушу мүмкүн да. Буларга мисалы биз өмүр бою ушундай запрет кылсак бул туура элеби же кандай? Это не проблема, это как раз решает нашу проблему. Мисалы сиз туура айтып атасыз. Коррупционные иные, то есть уголовный кодекс нашей страны, глава 42, коррупционные иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы. Это какие статьи? Это статьи 336, коррупция, статья 337, злоупотребление должностным положением, статья 338, превышение власти, статья 338, прим. 1, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, статья 339, заключение заведомо невыгодного контракта, статья 340, незаконное обогащение, статья 341, участие должностного лица в предпринимательской деятельности, статья 342, получение взятки, статья 343, вымогательство взятки, статья 344, посредничество во взятничестве, статья 345, дача взятки, статья 346, служебный подлог, статья 347, незаконная выдача паспорта,
Статья 348 халатность. Вот те статьи, по которым уже не будет применяться штрафы. А вот если кто бы то ни был, врач ты или, ну, скажем, преподаватель, да, или еще кто-то другие должности занимаешь на государственной должности, все будут они привлечены. Врачтарды білесіңер, аз врачтардың арасында қандай деген көп нәрселер болып отыр. Мына жақында эле біз 5 врачты қармадық. Ошондо дагы бизге чыгышты, ай аларды бошотуп койгула, бизде жанагы операция кыла турган врачтар эле деп. Эгерде биз ошентип эле бири-бирибизди прикрывать эте берсек болбойт. Ошондуктан раз навсегда нужно принять такое решение, жесткое, но справедливое.